Всем привет! Сегодня у нас в гостях Николай Токугава, блогер, политик, ну и иммигрант. На сегодняшний момент Николай проживает в Соединенных Штатах Америки, да, если не ошибаюсь? Да, Мгм, мгм. в Калифорнии. Вот, да, в Калифорнии, да. Ой, замечательно. Значит, поговорим мы сегодня, наверное, о том, о чем мы говорим последние полгода точно. Полгода точно мы активно обсуждаем эту тему. Помимо войны, помимо мобилизации, мы с вами вообще все антивоенщики, и не только якутские, не только антивоенные, значит, активисты Якутии говорят об этом. Об этом еще и говорят и представители других национальных республик. Вот, ну что, Николай, посмотрела я, значит, внимательно видео твое последнее, да, о развитии Якутии после развала России. Вот у меня сразу же, в общем, первый вопрос. Я, конечно, со многим согласна, со многим. Но вот вопрос такой, самый первый. Почему мы так уверены, почему ты так уверен, что Россия развалится? И если мы уж об этом заговорили, то есть ли у тебя предположительно какие-то сроки? Ну, во-первых, Россия не развалится. Россия распадется. Дело в том, что я исследовал все империи, которые когда-либо существовали на этой планете с начала времен. Ни одна империя не избежала распада. Вот когда кремлевские вот эти воротилы говорят о развале, развал подразумевает что? Когда что-то развалилось, например, там слон развалился, и, значит, после этого сгнил и исчез, превратился в труху. Они это имеют в виду. Но на самом деле, что такое империя? Это, например, если сказать Британская империя, примерно 33 миллиона квадратных километров, там 450 миллионов человек населения. Над этой империей Солнце вообще никогда не садилось. То есть они существовали по всей планете. Когда Солнце крутилось, оно каждый раз попадалось на английскую территорию. Это была величайшая империя. Конечно, англичане очень-очень гордились этим, но результат мы же знаем, они распались. И сейчас мы видим такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия, ну, отчасти ЮАР, Индия, еще ряд стран, ну, множество, это же сотрудничество англоговорящих стран же. То есть то, что случилось с Англией, с Британской империей, это не развал, а распад. Дело в том, что экономически, дело в том, что сколько человеку мозги не промывай, в конечном итоге человеком управляет все-таки, как говорится, что у него есть на столе по факту. То есть питание, проживание, то, что он может принести домой своим детям и женам, то есть, значит, что он имеет по факту. То есть, кроме болтовни, которая идет постоянно у нас с телевизоров, что он имеет по факту. И в этой борьбе телевизора, пропаганды и его стола, его детей, его жены и дети всегда, да, ну, они издеваются, да, вот эти кремлевцы, да. Говорят, вы думаете ртом, вам бы лишь бы поесть да посрать. Нет, это не так. Это произносится по-другому. Желания наших жен и детей всегда будут преобладать над государственными. Сколько ни делай. То есть одно поколение можно там сказать, ну потерпите, пускай жены и дети потерпят, у нас государственные интересы. И вот государственные интересы со времен Ивана Грозного никогда не заканчиваются. То есть эти хотелки, которые идут с Кремля, никогда не заканчиваются. Иван Грозный что сказал? Вот мы сейчас вот со шведами, значит, с поляками войну закончим, а потом заживем уже, значит, мы русские, заживем, все нормально. Но пока идет война, надо затянуть пояса, давайте так, чтобы крестьяне больше не могли покидать свои деревни. Пускай они будут прикреплены туда. Временно. И это временно продлилось всю его жизнь. Дело в том, что у нас в золотоордынские времена русский человек был приравнен к татаро-монголам. То есть в любой момент мужик мог, если боярин тупица, да, если он самодур, то русский человек мог взять свою жену и детей и переехать в соседнюю деревню к другому боярину. И так люди шатались, и
Ивану Грозному было сложно этим управлять. Как так? Люди шатаются туда-сюда. Надо их прикрепить. И он прикрепил и сказал, что это временное явление. Сейчас война тоже называется временно. То есть специальная военная операция. Вот начнем, за 3 дня закончим. И где это? Где это? Уже год идет. Уже. Я говорю, эта война продлится 5 лет. Да, эта война продлится 5 лет. И вот, смотрите, вся эта пропаганда, которая в конце концов надоест. Особенно в современное время, когда информация перетекает очень быстро. Вот, например, то, что происходит, где бы то ни было, допустим, в Якутии, если что-то произошло, я с WhatsApp узнаю раньше, чем если там еще в Якутии никто не проснулся, я узнаю первым. А будучи я в Африке. Раньше такого уже не было. Вот. Поэтому люди уже постепенно становятся толстокожими. То есть из Москвы опять, надо опять там затянуть пояса, надо потерпеть, надо за родину, в конечном итоге это же надоедает. Это уже давно надоедает. Это уже 500 лет они уже по ушам ездят. А жена ждет, дети ждут, уже 500 лет ждут. Они говорят, у тебя когда-нибудь твой начальник, когда-нибудь он успокоится? Мы тебя когда-нибудь дома увидим вообще? Ты кто такой вообще? Дети тебя не знают. Ты постоянно где-то на войне. Сейчас то же самое же происходит. Дети растут, мы же им что сказали? У нас будет учение там, возле Украины. Сказали, ладно, поучимся, 5-10 дней, 2 недели вернемся. Потом бах, там спецоперация началась. Сказали, ладно, жены, дети, подождите, мы сейчас спецоперацию сделаем за 3 дня, Киев займем и вернемся домой. Ага, год прошел уже. А они говорят, вот сейчас мобилизуют и отправляют, и говорят, еще месяц 3 месяца послужим, деньги возьмем, вернемся домой, или 6 месяцев максимум. А это пройдет 5 лет. И это не первый раз происходит. Это уже 500 лет это происходит. А жены не видят своих мужей, дети вырастают без отцовщины. Это же так же продолжается. В конечном итоге первое, что произойдет, это же последняя империя Россия. Российская империя, это последняя империя. Так вот, они скажут, ребята, конечно, да, на планете, да, гибель последней империи. В 90-е, кстати, песни, вы помните, какие были? Там последний герой, там типа это. Да. Так вот, последняя империя, вот эта война поглотит последних имперцев. Те, которые живут вот этими, лишь бы из дома убежать, либо пойти повоевать, пограбить, поубивать, вот этих людей вся эта война полностью поглотит. Так вот, первыми вообще в России начнут понимать, что хватит кормить Москву, хватит кормить это государство, хватит уже слушать, потому что я уже служу тебе 500 лет, да, Кремлю. 500 лет я не был дома, 500 лет я постоянно временно воюю, которое почему-то появляется постоянно. И они скажут, хватит. И скажут, там замечательно, конечно, там Россия великая, там 6-я часть суши, туда-сюда, но я лучше останусь при своих. Первое освободиться – это Дальневосточная республика. Я в этом уверен. Они уже готовы. Вы видели митинги, которые у них проходят? То есть общественное мнение там уже изменилось. Да, они русские. Да, они говорят по-русски. Культура у них русская. Кухня у них русская. Но дело в том, что у них соседи другие. У них крупнейший рынок сбыта, где бы то ни было. То есть, с одной стороны, у них Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, Япония, Южная Корея, Китай. Там живет почти около 2 миллиардов людей с высоченным уровнем дохода. Понимаете, о чем идет речь? Нет, я вообще не согласна. Я думала, что, извини, перебью, я думала, что это все-таки первые пойдут все-таки регионы Республики Кавказа, потому что, та же самая Чечня. Почему нет? Были бы рады, но шансов нет. Нет возможностей. У нас, у национальных республик, нет населения. У нас нет мужчин, которых мы могли бы направить на войну. Нету. В наличии. В природе нету. Нас слишком мало. Вот если взять чеченцев, всего 1 миллион человек. Одна Сталинградская битва, и у чеченского народа останутся только женщины. То есть... Так они-то больше готовы. Они морально-то больше готовы. Они же давно уже об этом говорят. Да, но у них нет промышленности, у них нет артиллерии, у них нет авиации, у них нет бронетехники. Первая и Вторая Чеченская война,
пропаганда нам объясняла, что они там до зубов вооруженные чеченские боевики, но на самом деле, если в деталях посмотреть, у чеченов, кроме автоматов Калашникова, гранатометов и минометов 80-миллиметровых, ничего не было. То есть, огромное смотрите, желание когда было подходит уйти. Россия... Да, огромное желание и вера в победу. И моральный дух. Да, а почему Россия во Второй Чеченской победила? Потому что они под полк, это около 200 единиц артиллерии, становились где-то в 40 километрах, и оттуда начинали сутками просто обстреливать. А ни один автомат Калашникова не стреляет на 40 километров, ни один гранатомет не стреляет на 40 километров, ни один 80-миллиметровый миномет не может выстрелить на 40 километров. Это был футбол в одни ворота, просто избиение. В конечном итоге 300 тысяч чеченов погибло. Сейчас я не уверен, что чечены вообще смогут подняться. Потому что они помнят и первую, и вторую чеченскую войну, в котором... Это же артиллерия, она же не выбирает. Женщины, дети, старики, мужчины. Какая разница? Они же выравнивали все же. Увидели Грозный? Это же просто была какой-то... Как будто ядерный апокалипсис там случился. Чечены не поднимутся уже. То есть, если... Смотрите, в России... распад империи всегда создается титульной нацией. Дело в том, что дальневосточников 10 миллионов человек. И у них есть промышленность. Если они объявят о независимости, крупнейшие государства их поддержат оружием. А чеченов кто поддержит? Ну, в смысле, Якутия это тоже, да? Как входящая в Дальний Восток. Да. Якутия, у нас около 1 миллиона человек населения вперемешку со всеми другими национальностями. Так? Так. Мы все равно сами собой миллион это ни о чем. У нас очень много манкуртов, и русское население, они не настолько будут уверены в якутах, чтобы начать воевать. Единственное, вот смотрите, на Дальнем Востоке есть 2 сапога пара. Это Дальневосточная республика и Республика Саха-Якутия. Они всегда вместе. Да, мы разных национальностей, они русские, мы якуты, но мы должны поддерживать друг друга. Это единственный способ. Потому что без нас, вот если в карту посмотрите, там единственное место есть, где Якутия и Дальний Восток соединены как пупком с Россией. Это Большой Невер, там дорога есть такая. Да, трасса, федеральная трасса, да. Это всего одна, да, и железнодорожная там через туда проходит. И все, это как пупок. Если занять эту территорию, обойти это место невозможно. Можно через Китай, но Китай не пропустит. Вот. По этой причине самое легкое, кто может выйти, это Дальневосточная республика. И желание, то есть и может и хочется, может только у Дальнего Востока. Ни Дагестан, ни Чечня, ни Кабардино-Балкария, ни крымские татары не могут освободиться. Ни якуты, нас просто всех раскатают. Это в лес гадалки не ходить. То есть даже рыпаться не стоит. Ну, то есть Якутия тоже останется в составе России? Да, окей, или я неправильно понимаю, Дальний Восток отделяется, Дальневосточная республика, да, ну, если да, новая, если да, нет? Если Дальний Восток разделится, то есть он отделится, то Якутия автоматом тоже отделится. Потому что без Якутии они эту дорогу контролировать не могут. Ни дальневосточники, ни российская армия воевать в тайге не умеют, а якуты умеют. Только нам уже нет. И нам нужна солдатская поддержка. Понимаете? Там 10 миллионов человек живет на Дальнем Востоке. Этнических русских, украинцев, они там вперемешку. Так вот, они могут Якутию поддержать вооружением, потому что они оружие будут получать из Америки, из Японии, из Южной Кореи, из Китая. А оружие вот сейчас Украину снабжать очень сложно, потому что очень много границ нужно проходить из Америки, чтобы, извините, он там учета на куличках, и если на карте планеты посмотреть, Украина находится учета на куличках, там в глубине Европы нет. Вот. А Дальний Восток, он стоит на берегу океана, и у него огромные выходы на Азиатско-Тихоокеанский регион. А Азиатско-Тихоокеанский регион крупнее, чем европейский. И дальневосточники будут получать вооружение, это же гипотетически. Я не знаю, когда это произойдет. Может, через 3 года, может, через 100 лет, может, через 200 лет. Как дальневосточники сами решат. Но самое легкое — выйти из состава России у дальневосточников. Потому что
такой прецедент уже был. Во время гражданской войны, когда дальневосточники начали определяться и начали создавать свою Дальневосточную республику, это был первый прецедент, и они стали на короткое время независимыми, то там была высадка войск уже. Американцы прибыли, японцы прибыли, англичане прибыли. Но дело в том, что тогда, значит, дальневосточники, они не смогли определиться до конца, как они хотят образовать свое государство или остаться в составе России, но если оставаться в составе России, какой? Монархистской, коммунистической, они не смогли определиться тогда. Ну, насколько я знаю, у них вообще таких требований не было, по-моему. Они же воевали против... Слишком много манкуртов там было. Те, которые были монархистами, особенно казаки. Они ошиблись тогда. И народ там поддержал. И, кстати, этот лысый черт, Ленин, опять наврал. Он же всегда врал. Землю крестьянам и ничего не дал. Заводы рабочим и ничего не дал. Да? Власть советом, а на самом деле власть оказалась в руках партии. Да? А дальневосточникам он сказал: я образую для вас Дальневосточную республику, она будет союзная республика и так далее, с правом выхода туда-сюда. В конечном итоге действительно Дальневосточная Советская республика была создана, а потом, когда белогвардейцы все были уничтожены, вся интеллигенция Дальнего Востока была уничтожена, войска, которые прибыли в помощь американцы, японцы, англичане, просто ушли, потому что они не знали, что надо делать. Вот. И после этого Дальневосточная республика, естественно, была уничтожена. То есть, смотрите, если национальные республики еще получили какую-то автономию или союзный статус, то я, как всегда говорил, в Российской империи самый презренный человек всегда был русским. Самый ничтожный человек в России всегда был русским. То есть русский человек не мог образовать свою Дальневосточную республику. Вот якуты могли, а дальневосточники нет. Разгром был там страшный. Мощилово было страшным. Сейчас Дальний Восток полукриминальный уже из-за этого. Самый высокий уровень зэков. Почему? Потому что государство там всегда пропагандировало и проводило такую политику, чтобы на Дальнем Востоке противовес к независимости всегда были уголовники. То есть уйдете из России, система лагерей, значит, да? зоновский закон. Система лагерей была у нас устроена так, что она да. в основном была на Дальнем Востоке. Да, абсолютно. Но я не соглашусь с тем твоим утверждением, что, извини, опять перебью, что Украина находится у черта на куличках, и им очень сложно. Украина как раз-таки напрямую граничит с Европейским Союзом, вот, с Польшей. Вот, и все вооружение, которое поступает в Украину, оно идет практически все через Польшу, через нас. Да, все же далеко. Надо на кораблях сначала достичь Франции, Франции перегрузить на железнодорожные но это если мы говорим о вооружении американское. Потом нужно через Германию. Да. А там же много вооружений приходит из Германии самой, из Франции приходит, и Англия помогает, и Польша непосредственно. Мало. Сейчас пока мало. Но они, вообще-то, с одной стороны, ты права, они скоро разгонятся. То есть немецкая промышленность, сейчас, конечно, военная немецкая промышленность как-то отсутствует, но сейчас они лихорадочно строят же заводы один за другим. В Америке у нас военные заводы уже все понастроены, и снабжение продолжается сейчас. Сейчас будет проходить в Германии, Франции, Англии, да, на экономике. Но дело в том, что у нас в Дальнем Востоке тоже не в этом случае. По сравнению с Германией, японская экономика помощнее будет. Это же точно. Ну да. Нельзя спорить. То есть, если посмотреть крупнейший производитель, это Китай. Китай же дальневосточников тоже будет контролировать, то есть поддерживать. Враг моего. Смотрите, китайцы давным-давно смотрят на Дальний Восток, значит, здесь у них платок и ложка вилка. Они давно уже китайцы смотрят, и мы на Дальнем Востоке знаем, какие амбиции у Китая есть. И то, что если Дальневосточная республика вдруг начнет воевать, Китай точно пойдет. Это в лес гадалки не ходит, это точно. А китайская экономика в одиночку крупнее, чем европейская. Так? Чем весь Европейский Союз по уровню производства. Южная Корея – это четвертая страна,
Первая страна в мире – это Соединенные Штаты по уровню производства всякой всячины, то есть мощнейшая экономика. Второй номер – это у нас, опять же, на Дальнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанский регион – это Китай. Третий – это Япония. А вот Южная Корея, она, по-моему, Германии все-таки уступает. Но уровень производства Южной Кореи… Я не знаю, честно. Тоже очень мощная. Ну, у Samsung же у всех есть. Электроника… Да, у всех есть. И кораблестроение Южной Кореи просто невероятно. Представляете, это 4 экономики начнут работать на Дальневосточной Республике. Каждый из них превосходит Европу. Просто невероятное количество оружия они могут доставить. А еще сколько они могут отправить добровольцев, чисто Китай сколько может отправить. В России столько населения нет. Если даже один приграничный город скажет, наши братья-дальневосточники хотят освободиться от этого последнего имперского этого самого. И, значит, смотрите, сейчас китайское проникновение, вот, например, я по Якутии знаю, да, мы сколько раз пытались привести китайцев, китайских бизнесменов в Якутию для инвестиций. Каждый раз мы встречались с противодействием в Якутии не просто у властей, а у полиции и ФСБ же. То есть они даже в газетах записали. Так, я просто намеревался, я ничего не делал. Но другие ребята привозили крупных бизнесменов и переводили деньги из Китая в Якутию. И тут ФСБ раз, всех арестовало и сказали, там еще в газетах написали, приостановили китайское проникновение в Республику Саха-Якутия. Но это, наверное, последние годы. Это последние годы было, потому что в десятые годы я помню. Ну, я помню, у нас же посадили целого лидера нашего регионального ДПНИ, да, этого националистического движения, Сергея Юркова, за то, что он призывал, значит, выгнать всех китайцев с юга Якутии. Ну, китайцы сами-то, мелкий бизнес и рабочие из Китая могут ехать, но дело в том, что Китай – это во вторую очередь большое количество. Это сейчас это просто гигантские деньги же. Мы имеем… Я вот был на границе России и Китая. Вот со стороны России там разруха какая-то. Я не знаю, 50-е годы застрявшие. Да, то есть сельская местность. Границу переходишь, вот рядом с Уссурийском, где вот в Сульфовике, начинается цивилизация. Цивилизация, абсолютно верно. Как такое… Да, это все равно, что как вот граница и уровень воды в одном такой, а в другом там лужица лежит. Как получилось, что огромные финансы из Китая просто тупо не проникли в Россию? Приблизительно же одинаково должно было быть. Вода должна перетекать с одного места в другое. А сейчас она дамба как держится и держится. Там дамба. И дальневосточники это понимают. Да, дай нам свободу, Мы возьмем деньги у китайцев, мы возьмем деньги у японцев, мы возьмем деньги у американцев, да, потому что это же все буквально рядом. И представляете, какой будет экономический рост на Дальнем Востоке? Просто за какие-то 10 лет там Дубай будет. А ресурсы… 10 лет, наверное, слишком быстро. Да, денег слишком много, понимаете? Все в очередь же станут, чтобы инвестировать на Дальний Восток. Очень лояльное правительство, очень улыбающийся народ. Давайте приходите, мы такие голодные, у нас нет ни дорог нормальных, на Дальнем Востоке, в Хабаровске, есть вот авиазавод, насколько я знаю, один, и есть вот этот металлургический завод, там Амурметалл, кажется. Просто когда я в Москве работал, мы с ними работали. Крупный завод, но он всего лишь один же. А сколько у нас ресурсная база? Мы же почти что не инвестируем. Вот в 2000-е годы, во времена вот нынешнего руководства России, начал экспортироваться лес, газ, и, в принципе, все. Больше Китай ничего не имеет, потому что граница закрыта на замок же. А ведь сколько они могли ресурсов добывать на Дальнем Востоке? Какая-то была бы подстегивание экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. Там же еще у нас с юга Австралия, Новая Зеландия, потом Южная Америка еще, Мексика, мексиканская промышленность тоже не слишком слабая. Они капец как что там производят. Нет, но опять же… Соединенных Штатов и Мексика. Окей, мы сейчас вот так говорим, что китайцы спят и видят, когда бы прийти и к нам начать инвестировать. А с другой стороны, это страшилка, которая
длится, была еще брошена в советские годы о том, что Китай спит и видит нас захватить. Вот. Люди сейчас очень сильно по этому поводу. Да. Ну да, это чисто такая советская, извините, за сленг шняга, да? На самом деле люди же этого боятся. И если у нас не будет какого-то сильного авторитарного руководителя, на самом деле это и будет. Китай зайдет совершенно спокойно и не выйдет. Что нам в этом случае зайдет делать? Китайский бизнес, но не государство. Смотрите, сейчас есть попытка России захватить Украину, верно? Это привело к войне. Дело в том, что в уставе ООН написано, что границы не меняются. Китай, Дальний Восток и Сибирь и Якутия могут стать экономически зависимыми от Китая, но не политически. То есть захват территории быть не может. Просто, вот, например, вот смотрите, скажем, Южная Корея и Китай, допустим. Китай легко бы мог занять Южную Корею, например. Так? Это же небольшая территория. Но они не могут. Потому что Южная Корея под защитой Соединенных Штатов и ООН. И они даже не стараются захватить. Есть Тайвань, маленький остров. Да, абсолютно верно. Они даже с Тайванем не могут разобраться. Да. А тут, представляете, Северная и Северо-Восточная Азия. Понимаете? Это гигантские территории. И попытка оккупировать эти территории вызвать войну, конечно. Они просто при всем своем желании не смогут это сделать. Потому что первый бизнес, который начнет прибывать, это все-таки будут американцы. Потому что американцы самые ушлые на свете. Где бы то ни было. В Китае, даже если пойдешь и будешь смотреть, ездить по Китаю и смотреть на китайскую промышленность, каждый третий там завод принадлежит американцам в Китае. То есть там написано «Made in China», но если вот так поскребешь, там американский флаг выскочит. Конечно, у нас айфоны там производятся же. Ну да, абсолютно. Айфоны там производятся, детали к Тесла там производятся, много чего. Очень много чего производится в Америке, очень много чего производится в Китае. И где-то это собирается, часть продается в Китае, часть продается в Америке. Америка и Китай друг с другом при всем своем желании воевать не могут. Потому что одна и та же экономика с обоих сторон. Вот у нас сколько существует в Соединенных Штатах китайских фондов по инвестированию? Только вот у нас в Кремниевой силиконовой долине сколько? Это гигантское же. Китайские инвесторы здесь чемоданчиками ходят и ищут днем и ночью, там, чтобы купить, какие стартапы есть, какие технологические инновации есть. То есть мы тоже можем стать абсолютно спокойно такой площадкой, да? Да, конечно. Мы можем пригласить инвесторов к себе на самых лояльных условиях. То есть тогда, когда мы станем свободными, мы сможем приглашать кого угодно же. И у нас небольшое количество населения. Мы можем решать социальные вопросы вот так, мимо, то есть проскакивая. Даже не заметим, как социальные вопросы были полностью решены. Потому что 1 миллион человек – это не 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда ртов накормить – это действительно проблема. Но это же сделали. Сейчас уровень зарплат в Китае выше, чем в России. Сейчас на заработки из России едут уже в Китай или Южную Корею. Да, абсолютно верно. Так же? Да. А в Якутии у нас 1,5 миллиона даже населения нету. Да, у нас все, вообще в Якутии проблем нет. Вся проблема у дальневосточников. Если дальневосточники решатся стать свободными, то Дальневосточная республика освободится, и его пара, республика Саха, это как мы в ООН появимся одновременно. А отдельно Якутия не может без Дальнего Востока, без Дальневосточного? Нет, Якутия отдельная страна. Дальневосточная страна – это отдельная страна. Но если Дальний Восток не будет отделяться, Якутия не сможет? Никак, шансов нет. Даже не стоит пытаться. Если дальневосточники нас сомнут же, у нас нет выхода к морю. Кто нас поддержит? 1 миллион человек, серьезно. А Тикси? Американцы за нас не будут. Ой, Тикси. Замерзающее выход к морю же. Да кто туда полезет-то? Нет, это не торговый путь.
В советское время пытались это делать. Он назывался вот этот «Северный завоз». Появлялся только летом. Ну, это не то. Это не... Даже порт Аян и Охотск это замерзающие моря. Там даже не стоит пытаться. Даже вот море замерзает почти что до Владивостока. И вот, вот порт до Дальнего Востока, Владивостока, вот он открыт. А вот у нас Северное море, не знаю, может, если климат изменится, и Северный Ледовитый океан, или как море его называют, если растопится, вот тогда да. А так Тикси это не функционально. То есть нет никаких шансов отделяться без Дальнего Востока, только с Дальнего Востока. Без Дальнего Востока. И дело в том, что, как сказать, Дальневосточные республики без нас, без Якутии освободиться будет сложно. А нам освободиться без Дальнего Востока вообще никак. И притом, когда мы станем оба свободными, то это будет прецедентом для Сибири. А в Сибири 40 миллионов населения. Гигантская территория, мощная промышленность, Новосибирск, это неплохо. Если Новосибирск скажет, что, ребята, как говорится, Россия это хорошо, это замечательно, но мы как-нибудь справимся сами, у нас столица будет Новосибирск, и будет более контролируемое государство, а не обезьяна с гранатой, извините меня, да? Потому что обезьяна с гранатой, которая сидит в Москве, его из Новосибирска никак не контролирует. То есть государство в России сейчас абсолютно бесконтрольная штука. Она как торпеда уже, я не знаю. Никто не знает, что взбредет завтра в голову руководство России сейчас. Да? А вот если бы руководство Сибири было в Новосибирске, то есть далеко ходить новосибирцам не надо. Они просто его майданули бы и поставили более адекватного человека. Да? Сейчас же было бы так. И зачем новосибирцам умирать в Украине? А так как сейчас контроля нет, сидят и вот на корабле, а куда корабль плывет, черт его знает. Но я еще там, не слышала. Да. Ни от новосибирцев, вот. ни от тверчан, что они хотят быть отдельны. Дело в том, что Новосибирску тоже легко, значит, отойти, скажем, отойти от России, потому что вообще Сибирь связывает с Россией только один город, это Омск. Обойти этот город никак нельзя. То есть там 4 дороги, которые вот так проходят насквозь. И то это казахский город, да, скажем так. Да, и единственное, что там, если заткнуть этот город, то вся Сибирь отваливается сразу. То есть обретает независимость. Тут единственный способ, если обходить через Казахстан и зайти с юга к Сибири. Это единственный шанс. Но казахи не пропустят же. И поэтому Сибирь освободится, вот второй номер. И, кстати, вот Сибири тоже освободиться сложно. Потому что если Дальневосточная республика не освободится, то Сибирь не сможет освободиться тоже. Потому что снабжение будет именно через Дальний Восток. То есть Америка, Япония, Китай будут поддерживать именно через Дальний Восток. Им нужно, чтобы сначала отвалилось Дальний Восток, тогда и Сибирь освободится. Понимаете? А когда Сибирь значит, отвалится и обретет свою независимость, займет свое место в Лиге наций, то есть в ООН, и будут говорить уже от собственного имени, то уже там уже домино пойдет. Юга отвалится. Там огромное... Да, да. Вот эти все национальные республики под шумок обретут свое государство. Ставрополь, Краснодар, Ростов, Волгоград, а вплоть до Воронежа. Это же казацкие бывшие. Вот. У них там такая плотность населения, там, я не знаю, там, опять же, наверное, 30 миллионов, наверное, у них. То есть это не какие-то маленькие национальные республики на Северном Кавказе, это гигантские. То есть у них солдаты просто не кончатся. Северянам, там, москвичам уже... Вот тогда, вот, кстати, москвичи, они станут демократическими. Потому что сейчас-то им легко, они же согласны. Они вообще на митинги не выходят, потому что их все устраивает. Потому что руководство России, оно грабит всю империю, приносит все деньги, 95% всех денег в Москву, и начинает им отсыпать оттуда сверху. И, значит, москвичи радуются жизни. Да? То есть по факту. Ну что такое 10 тысяч человек, 15 миллионов в год?
Да. А вот когда вот подпитка, вот, значит, вот эти нефтяные, газовые деньги, деньги за ресурсы юга, там, за зерно, когда прекратится, и вот этот диктатор начнет грабить самих москвичей, вот тогда они восстанут, конечно. Но этого еще ждать и ждать. Так вот, я Это в хотела самом спросить. конце будет, в самом Да, конце. это будет в самом конце. А Тогда сколько примерно ты даешь? Какой срок? 5-10 лет. Кто-то говорит 5 лет, кто-то говорит 10, кто-то говорит 2 года. Когда пройдет этот парад суверенитетов второй? парад независимости – это другое. Парад суверенитетов – это декларация. Да, парад независимости. Парад независимости – это принятие Конституции. Принятие Конституции в Хабаровске. О полной окончательной независимости, о назначении собственных исполнительной власти, собственной законодательной власти. То есть Конституция... то же самое, что было в Якутии в 90-е годы. Мы же тоже приняли Конституцию свою. Да, в Конституции было написано, что Якутия – это независимое государство, входящее в состав федерации. Суверенное. Это все-таки декларация суверенная. А в независимости там так и написано «независимое государство». То есть, это две разные вещи. Дело в том, что парад суверенитетов это были одни декларации, на самом деле. Одни декларации. А когда поступает по факту, там начинается еще, естественно, конфликт. Потому что метрополия, она не хочет отпускать колонии. Потому что она как не захочет. Хорошо. Да. Все-таки сроки какие? Какие сроки? От 5 до 200 лет, я думаю. От 5 до 200 лет. Потому что, смотрите, дело в том, что сейчас война, которая идет, мы против войны. Почему? Потому что наши ребята же там погибают, верно? Да. Наш генофонд там гибнет, якутский. А так, если смотреть по геополитике, сейчас никому мир не нужен. Вот в России, например, да, вот как участница и вообще первоисточнику вот этой войны, в России никакая риторика о мире быть не может. Если взять листочек, написать мир и выйти на улицу, сразу будет арест. Так же. Сейчас России мир не нужен совсем. Это понятно. Официальная государственная политика. Да, смотрим Украину. В Украине то же самое говорится. Никакой речи о перемирии и мире не может быть, пока вся территория Украины не будет освобождена от оккупантов. Я же так говорю. Да, вот. Соединенные Штаты говорят то же самое. То есть война не может прекратиться. То есть мир не будет, пока вся территория, как говорится, да. То есть границы 94 года. Да, 94 года они будут восстановлены, 91 года, да? 91 будут восстановлены. То есть, да. И, следственно, это как, значит, все рогами уперлись, и никто не хочет отступать. А это ближайшие 1 год уже прошел, и по моим подсчетам, эта война продлится минимум 5 лет, а так максимум 10 лет. Миллионы людей на этом там погибнут. Миллионы людей. 100 тысяч, это... Война еще не началась. Просто все оказались не готовы к этой войне. Россия начинала войну, думала, спецоперация будет, а она же не готовилась к 10-летней войне кровопролитной. Соединенные Штаты тоже. Вот натовцы, там же спрос определяет предложение. Так? НАТО не воевало, превратилось в клуб этих генералов, любителей выпить шампанского раз в году, так же превратилось. Из военного контингента германской армии, полумиллионная армия была германская армия во время холодной войны, осталось 60 тысяч солдат сухопутной армии. Это же ни о чем. Американская армия стояла в ГДР, где-то около 400 тысяч был вооруженных, в любой момент готовых пойти в атаку солдат, а сейчас осталось 40 тысяч, которые хорошо умеют утюжить свою форму, осталось. То есть не были готовы. Сейчас Америка первая приготовилась к войне. То есть полностью отстроено у нас 400 тысяч, откуда-то сказочным образом новых 400 тысяч рабочих мест появилось. Каким-то сказочным образом. Толком непонятно, чем они заняты, но заняты. Военная промышленность. То есть военная промышленность отстроилась. Да. Потому что огромный спрос есть. Значит, НАТО, Франция, Англия, Германия, там, вы думаете, частные военные же компании же тоже. ВПК там не государственные, там частники. И они пропустят такой праздник,
такую закупку вооружений, когда такой кипиш начался. Это же не какой-то Ирак там начался, быстро кончился, да? Даже люди не заметили. Это война в центре Европы. Это война в центре Европы. Там только украинская армия уже почти 2 миллиона человек. У них там сколько, 5-я мобилизация идет, что ли? А в России только 1-я началась. А Россия всегда отстает. Почему Россия всегда отстает? Я не знаю, это какая-то патологическая болезнь, что ли? Что это такое? И в Первую мировую тоже так было. И во Вторую мировую. Мы были всегда не готовы. Да, в России, знаете что, даже зима наступает внезапно. Это как такое возможно? Ну, я не знаю. Вот. Российская ВПК тоже будет перестраиваться. Россия во вкус войны всегда входит. Сначала она ввязывается в войну, как всегда не готовая, а потом она входит во вкус. Россия сейчас в вкус войны войдет. Миллионы людей будут отправлены туда. И дело в том, что это не какая-то там Первая или Вторая мировая война. Там я как-то недавно слышал разговор, значит, одного русского пленного, у которого оказался абсолютно чистый разум. То есть без предрассудков. Он говорит и оценивает то, что видит. Да. И он, знаете, что сказал? На этой войне людям делать нечего. Как так? Он говорит, ну а вы не видели, что ли? Там роботы летают в небе, дроны, без людей. И бомбят, все убивают, все достают. Людям здесь делать нечего. И он прав, он прав. Это будет первая в истории война дронов. И у кого денег больше, у кого оружия больше, тот и победит. А зачем тогда мобилизация нужна? Ну, а дронов-то нет, придется людей отправлять. Чернобыль, помнишь? Ну, это в России понятно, да. А в Украине тогда? Ну, у украинцев людей зато вооружений же не было. У них же не было дронов. Вообще людей же не было. Первые дроны, они в последнее время Байрактары. Нет, они мобилизацию сделали, чтобы выдержать первый удар. Они же чисто мясом же выдержали. То есть костьми легли, там, Мариуполь, там, сражались за каждый квартал. Там же люди были. Какие там дроны? Дронов не было. И сейчас солидарность вот россияне тоже сражаются, но... Да, там люди сражаются. То есть там... А американцы, вот, что сказать, если подписывать контракты с частником о строительстве нового завода по производству оружия, нет. Это просто догадки, у меня нет никаких фактов. Но если такая штука прошла, а я думаю, что прошла, и контракт был заключен, то нужно этому производителю оружия, значит, дать гарантию того, что война хоть сколько-то продлится. То есть это любой военный завод или не военный завод окупается через 2 года. Абсолютно. То есть минимум 2 года война должна пройти. А потом еще он должен выйти в плюс же. А это 5 лет. А потом хорошо будет, если в 10 лет. То есть и в данном случае очень редко бывает, когда вот ты бизнесмен, у тебя есть завод, и ты производишь противопехотные мины. Соседи будут говорить, этот человек занимается тем, что вот смертью. Вот есть оружейные бароны, которые смертью торгуют, а ты смерть создаешь. И люди ругаются. Но в данном случае редко бывает, когда ты снабжаешь защищающуюся сторону. И чтобы защищающейся стороны было достаточное количество денег. То есть у него большая финансовая помощь. То есть 5 лет без гадалки не ходи. Вот давай вернемся к якутам, да? Такая вот, чистая правда. Чистая такая экономическая правда. Вот. Вот. Сейчас якуты мобилизуются, те, которые, знаете как, я не понимаю, мы же за рубежом живем, мы не совсем понимаем, что там происходит на самом деле. И они, значит, мобилизуются и едут на войну. Такое впечатление, если на их лица посмотреть, как будто они на мумка собрались, да, на рыбалку, да? Или на охоту какую-то, и они скоро вернутся. Ребята, война продлится 5 лет. 5 лет эта война продлится. Сейчас вот 22-23 год, это 41-й, 42-й год. Те, которые ушли в начале войны, как правило, все погибли. Да, это все погибли. Верно. А потом еще начнется война дронов. И я не знаю, как в Якутии, значит, молодежи избежать мобилизации. Потому что сейчас уже началось же, они ходят по дискотекам. И главное, на дискотеку пришли, внутренние зашли, где там пьяные ходят.
охранники у двери стоят, они схватили охранников и мобилизовали их в штат. Да. Смотрят, охрана нет на дискотеке. Почему? Потому что военком с милицией пришел и забрали. Понимаете? То есть в конечном итоге будут рекрутские команды, которые будут ходить уже по квартирам, искать тех, которые... Ну, давай не будем подкидывать идей, да, потому что они и так уже бесчинствуют, да, по этому поводу. Смотрели мы же видео, как в игровые залы, да, в компьютерные клубы приходят, забирают людей. В общем, пытаются, по крайней мере. Так вот, да. Все-таки давай вернемся к нашей теме, да, по поводу... Есть что сказать, да, еще? И потом тогда вернемся к теме по поводу развития Якутии. Вообще это безумие, да, что там происходит. Капец. Да. Люди учатся убивать людей. Так вот, я хотела все-таки вернуться к видео о развитии Якутии. Да? Вот ты говоришь, что нужно брать пример с азиатского региона, с Южной Кореи, с Японии и с Китая, да? Вот. Да. Почему смотрите, вот именно с этих существует... Дело в том, что у нас после независимости будет, как сказать, руководство, те кадры, которые сейчас мы имеем, это люди, воспитанные в Советском Союзе. Угу. То есть у них есть определенное понятие о мире, понятие о промышленности, понятие о работе, экономике, государственном устройстве. Они как умеют это делать, они так и будут делать. То есть вот, и поэтому, по этой причине, например, у Туркменистана, у Узбекистана, у Казахстана, таких вот тюркских народов, значит, ситуация, они сделали то, что они хотели, умели делать. Руководство просто по-другому не умело. И то, что получили, то и получили. То есть абсолютно тоталитарные режимы, которые недалеко-то ушли от развития с Россией. На самом деле. Что умели, то и сделать. Мы должны подготовить новые кадры. Старые должны уйти, и новые кадры мы должны подготовить в Америке, Японии, Южной Корее. Но лучше в Америке, потому что в развитии... А почему не в Англии, например? Китай... у них кроме чая ничего нет. Как сказать, вот в начале, в 19 веке, когда, значит, Англия превратилась в всемирную фабрику, вот тогда можно было копировать. Но сейчас нужно понимать экономику Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что американцы сейчас продвинулись настолько, что они занимаются... смотрите, во время гражданской войны в Соединенных Штатах у американцев был выбор пойти по европейскому пути развития или пойти своим путем. И это вызвало у них конфликт и привело к гражданской войне между южанами и северянами. Что говорили южане? Южане хотели жить за счет ресурсов. Что такое ресурсы? Ресурсы – земля и рабы. Совокупность двух. То есть земля и так у индейцев отвоевана, и они едут в Африку, из Африки покупают рабов. И вот что такое мечта южанина? Утром выйти на балкон с чашечкой кофе, и, значит, с голландской сигарой, и смотреть на бесконечные плантации хлопка, в котором работают черные рабы. И, значит, зачем жизнь менять, когда все и так классно? Верно? Это примерно то, что сейчас москвичи думают о нас. Да. Вот. То же самое было на самом деле в Древней Греции. Древние греки тоже жили там. Они завоевывали чужие страны, превращали их в рабов, привозили себя, и поэтому Древняя Греция зачахла. Потому что они не хотели меняться. Они же так все довольны. У них зона комфорта. Древний Рим то же самое. То есть, а зачем развиваться, если ты живешь за счет ресурсов? Приводит к деградации. Сейчас время еще сокращается значительно. Мы проживаем за 100 лет столько, сколько наши предки жили за 1000 лет. То есть время ускорилось. Вот. И, значит, а что думали северяне? Северяне думали, что развитие Соединенных Штатов должно быть именно в технологическом смысле. То есть развиваться, используя технологии, это совсем другое. Что такое технологии? Допустим, да? Как они думали? Например, возьмем Генри Форда. Генри Форд, когда увидел автомобиль, он подумал,
Классная штука же. Просто невероятно. Значит, лошади нет. Сел, поехал. То есть не нужно запрягать, распрягать. Просто сел и поехал. Классно же. Но он, когда узнал цену, которую загибают европейцы, он сказал, ну офигеть, ребят, вы что творите? Обычному нормальному человеку никогда в жизни не купить эту машину. Потому что он стоит чуть ли не $500 000. И он сказал, а как я могу сделать так, чтобы эту очень классную, дорогую штуку сделать доступной? И он это сделал. Он запустил конвейер и сделал так, чтобы каждый человек, среднестатистический человек, мог купить себе автомобиль. Когда европейцы приехали в Соединенные Штаты, они увидели, что здесь происходит. Почему здесь столько машин? Это же не тысячи, не 2000, это миллионы автомобилей. Как такое возможно? Кстати, вот до Первой мировой войны в Соединенных Штатах был тяжелейший кризис. Почему это случилось? Да, почему это случилось? Это на самом деле, если перефразировать, называется яма перепроизводства, то есть перенасыщение рынка. Они просто никогда такого не видели. В истории человечества полное перенасыщение рынка никогда не видел. Люди всегда жили, всю историю были полуголодные. Во времена Франции, там, Людовика XIV, во время революции в России. И когда бы то ни было, обычный человек всегда был полуголодный. То есть всегда ему чего-то не хватало. Всегда существовала беднота. В Соединенных Штатах беднота была полностью ликвидирована как класс. Все разбогатели. То есть электрические чайники, да? И ты производишь и производишь, увеличиваешь один завод, второй, третий, один там в Чикаго, другой в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Техасе, во Флориде. И ты продолжаешь строить и строить, строить и строить. И ты думаешь, что такой гигантский спрос будет всегда? Нет. Дело в том, что когда в каждой квартире на кухне стоит чайник, уже это полностью 100% насыщение рынка. И вот когда это настало, осталось что гигантское количество заводов и куча занятых там людей. А продать чайники не могут. Перенасыщение рынка. И случился кризис. И после этого они начали продавать, значит, по всему свету. У нас в Якутии должно быть то же самое. Сейчас дело в том, что нам-то легче, потому что велосипед уже изобретен. То есть мы не боимся того, что будет перенасыщение рынка. Но дело в том, что мы в Якутии должны производить что-то, что было бы доступно для всех. То есть не жить за счет ресурсов. Если мы будем продавать золото, алмазы, и газ, нефть, и построим все себе дворцы, и будем выходить с сигарой, с кофейком, и смотреть на наши нефтяные скважины, алмазные рудники, и будем довольны жизнью, это приведет к деградации. В конечном итоге уничтожение. Это понятно, что это вот ресурсное проклятие, и мы от него должны уходить уже. С самого начала нужно это делать. Потому что очень много будет тех, которые будут сторонники легкой жизни. И поэтому мы должны будем продавать наше сырье почти по себестоимости. Мы должны поменять вообще наших людей. Всю молодежь мы должны отправлять в Америку, чтобы у них изменился менталитет. 18-летний ребенок от жизни ничего не знает. Человек взрослый, но в мозгах ничего нет. Ему в этот момент что в голову положишь, так он и поплывет. Потому что по-другому не умеет. Если он проведет 5 или 10 лет в Америке, да. Вот. А почему, вот, например, нынешнее руководство России плывет так, как плывет? Да потому что они по-другому не умеют. Характер нынешнего руководства России, понятный для них мир, это советский мир, в котором есть холодная война, в котором есть дефицит, очередях, то, что мы увидим скоро, что молодежь гонит на войну, что есть ветераны. Он же строит то, что знает, ничего другого, потому что не умеет, не может, не знает. Как он должен построить Америку, если он представления не имеет, что такое? Он же не знает это. Я могу не согласиться по поводу... Извини, я вот перебью, могу не согласиться по поводу того, что нужно отправлять всех в Америку. Вот когда я читала Ли Куан Ю, это вот Сингапур, да, про экономическое чудо Сингапура. Ли Куан Ю как раз-таки отсылал студентов своих учиться в
Англию. Потому что в Англии, он говорил о том, что в Англии, ну, на самом деле так есть, очень сложно легализоваться. У них такая миграционная программа сложная. Поэтому все студенты возвращались обратно. Вот. А если люди поедут из Соединенные Штаты Америки, им будет легализоваться там очень хорошо и как бы, ну, легче, да, и они не будут возвращаться. Я могу говорить об этом. Ну, давай посмотрим. Опыт Казахстана, например, да, опыт той же самой Польши. Сейчас в Америке самая крупная диаспора – это польская. Вот. А поляки поехали в Америку, и никто не вернулся обратно. Вот. В Якутии будет то же самое, я боюсь. Все люди уедут, а кто вернется, кто работать-то будет? Есть такая штука, да. Заехал в Америку и взять уже не хочется. Я не представляю себя, например, в другом месте. Вот в Якутии, например, я бы уже не поехал. Ну, что я буду там делать? Вопрос, да? Учить людей? Вот. Есть такая штука, да. Есть такая штука, конечно, да, то они возвращаются. То есть в Америку уехали, никто оттуда не вернулся, да? Не езжайте больше в Америку, да? Оттуда никто не возвращается. Как в Америке, да, я не знаю, оттуда еще никто не вернулся и не рассказал нам, как там. Я бы на вашем месте туда не ехал. Почему? Да. Оттуда еще никто не возвращался. Смотрите. Нет. Тут какая интересная штука, да? Дело в том, что мы должны создать такие условия, чтобы не то, что наши вернулись, чтобы американцы приезжали работать в Якутии. То есть создать такие условия. Например, налоговые каникулы. У нас в Калифорнии самые высокие налоги в Штатах, по-моему. Или Нью-Йоркцы. Вот я толком не знаю. То ли Нью-Йорк... Ну, нет, калифорнийцы. В Калифорнии самые высокие налоги в Соединенных Штатах. Если в Якутии из IT и технологий мы не будем брать налоги, то есть полные налоговые каникулы, то они будут приезжать к нам. Налоговый рай. Сначала им нужно построить инфраструктуру, да, потом нужно им какие-то места там оборудовать, благоустроенные, иначе никто не поедет. Кому захочется, извините меня, морозить задницу в минус 50, даже за бесплатно? Сомневаюсь. Если лояльное правительство будет, они будут приезжать. Им все равно. Потому что, смотрите, в Китай, когда они ехали, первые американцы, которые инвестировали в Китай, это же было как-то просто невероятная штука. Там идет полугражданская война, коммунистический режим Мао Цзэдуна был только что. А этот Дэн Сяопин, непонятно, он вроде лояльный, а как туда ехать-то? Это же коммунистический режим, притом худшем его проявлении. Там люди умирали с голоду миллионами. И как туда ехать? Какие гарантии, что все вот это Китай потом не конфискует, не национализирует? Но они же поехали. Почему? Потому что лояльность Дэн Сяопина была просто безгранична. То есть территория, в котором с тех пор, с Дэн Сяопина по день, ни один американский доллар не может быть отнят в Китае. Поэтому американские заводы в Китае работают и будут работать, потому что у них 100% гарантия, что их не национализируют. Лояльность правительства имеет огромное значение. Если Якутия объявит о том, что оно лояльное к айтишникам, и все деньги, которые будут зарабатывать айтишники, не будут налогооблагаться, то мы, ради бога, готовы. Поставим генераторы на газовых месторождениях, которые будут вырабатывать электричество, и будем предоставлять электричество им почти что бесплатно. Почти бесплатно. Пускай они сами приедут, сами поставят за свои деньги генераторы, и сколько они будут зарабатывать электричество, все их. То есть нам ничего не надо. Приезжают самолеты с генераторами, они строят свою инфраструктуру, газовую трубу туда, создают электричество и ставят сервера. Вот в Соединенных Штатах у нас в нескольких местах есть большие сервера, там почти что города стоят. Да. Огромные ангары, внутри стоят вот эти сервера. Они переедут в Якутию, будут платить аренду за сначала территории, и будет условие, конечно, привлекать якутскую молодежь на работу.
Якуты, которые здесь в Америке работают, мы же платим гигантские налоги здесь на самом деле. То есть, если бы я занимался здесь бизнесом, да, я бы платил гигантские, просто драконовские налоги здесь. И если бы мне сказали, что в Якутию можно поработать там, что наши американцы там учат. Они спрашивают, ты откуда сам? Я говорю, из Якутии. Он говорит, кстати, я у вас сейчас работаю. Как? Где работаешь? В Якутии работаю. Это американец говорит. Я говорю, что ты там делаешь? Он говорит, у вас просто фантастические условия по налогообложению. Я здесь в Америке свои сервера закрыл, и весь свой персонал взял и перекинул туда. Там же газ бесплатный, как у вас. А ты сам почему в Якутию не едешь? Занимайся бизнесом там. Я скажу, тут действительно, почему бы не поехать? Да, почему бы не поехать? То есть мы вырвем и якутов, и... Да. А невозвращенцах в Якутии же было уже такое. В 90-е годы же мы же возвращались в Якутию. Я же сам тоже в Турции учился. А якуты учились везде. В Турции, в Англии, Франции, Германии, в Соединенных Штатах. И мы в Японии учились. Там же был специальный департамент по подготовке кадров. Мы все возвращались. Но нам сказали, ребята, а вы зачем приехали? Это было официальное мнение. То есть они сказали, мы пытаемся своих детей здесь в тепленькие места пристроить, а вы-то куда претесь? У вас-то связей не таких. Хотите, занимайтесь бизнесом. А если хотите от нас, чтобы мы в государственную структуру вас взяли, можете поехать в Среднеколымск в школу учителя. А нам... Сейчас будет зачем я учился в Турции? Да. Да. Нет, почему? Ты как чистый, допустим, как истинный патриот должен был ехать в Среднеколымск и работать в школе. Почему нет? И главное, программа какая там будет. Какая разница там в Среднеколымск? Учитель же не может выскакивать из школьной программы. Чему я смогу научить? То, что в книжке будет написано, я это прочту детям, а потом по ним же экзамены приму. Я же не могу выскакивать из школьной программы. То есть это все равно, что, не знаю, микроскопом гвозди забивать. То есть мы все отказались, и мы все уехали. Я уехал в Москву ровно. Так, я вообще... у меня много где работал. В конечном итоге я в Америку уехал. Потому что полная нелояльная административная структура в Якутии была. То есть хорошо, они тогда не были заинтересованы в хороших специалистах. В Казахстане то же самое было. И в Туркменистане. Тогда следующий вопрос. Где мы возьмем лояльное правительство? Ну хорошо, вот скажем, кто-то отучился, кто-то приехал, а у нас сидит тот же самый бедный Айсен Николаев, которого сейчас пинают все, кому не лень. И наконец-то мы, наверное, его допинаем до края пропасти когда-нибудь. Вот где нам взять лояльное? Кстати, нужна ли нам люстрация? Люстрация обязательно нужна, конечно. Как элемент переходный. Люстрация, да. Старше 40 лет не должны голосовать вообще. Это синдром уборщицы. Если человек не может различить демократическую и республиканскую партию в Штатах, то этот человек не может голосовать, потому что он же не понимает. Это синдром уборщицы, который заходит и компьютеры розетки вытягивает. То есть, подожди, мы с тобой уже голосовать не сможем? Да, с тобой не будем голосовать. К сожалению. Да. И мы не сможем еще повлиять никак. Жестоко. Потому что в 90-е годы почему реформы так шли очень плохо? Очень медленно. Потому что в Госдуме сидела целая фракция коммуняк. И они тормозили все. Они хотели просто навредить. У них был шанс построить великую цивилизацию коммунистическую, но они обосрали свое, то есть Советский Союз, полная экономическая деградация, а потом они начали, новую Россию тоже гадить. В конечном итоге это им удалось. Почти. По крайней мере, они сделали так, чтобы более лояльное руководство пришло исполнительной власти в России. То есть полная деградация. В конечном итоге мы имеем, что имеем? Войну. То есть опять холодная война, мы имеем горячий конфликт в Украине, мы имеем, угрозу ядерной войны, никаких перспектив на будущее. В России, говорят, алкоголизм вырос, люди живут как в последний раз, потому что они ни в чем не уверены на следующий год. Это Советский Союз, добро пожаловать. Как говорится, welcome to USSR называется, да? Вот. В Якутии мы должны полностью иллюстрацию сделать старше 40 лет, чтобы они не голосовали.
при всем уважении к пожилым людям, я скажу, ребята, вы не понимаете, вы люди прошлого. Ну, старше 40 века. еще не пожилые, молодые. Ну, вообще-то, да, молодые, но тогда можем продвинуть. Но среди нас же коммуняки же тоже есть, если честно. Среди твоих подруг нет коммуняк? Есть. Но иллюстрация иллюстрация это же не право на участвовать в голосовании. Иллюстрация это же запрет на занятие определенной деятельностью. Да. Человек должен доказать, что он не является угрозой. Он не может он не может ни голосовать, ни занимать государственных должностей. Мы еще запрет на дипломы сделаем. То есть никто, который получил российский диплом или там неблагополучных стран, эти дипломы не будут действовать. То есть вся Якутия, потому что вся Якутия практически получила российские дипломы. И что? Да, поэтому старше 40 лет, это же займет определенное количество времени. Сейчас вот, например, есть дети Айсена Николаева. Да? Они должны получить образование в Штатах. Или внутри, у них и так образование в Штатах. Это вот у моей соседки, по лестничной клетке, у нее образование якутское, российское. Так что она не сможет голосовать, а дети Айсена приедут и будут голосовать. Правда? Вот. И иметь возможность работать. Так получается? Да, и иметь возможность. Да, и занимать должности, и голосовать. А почему вдруг? Понимаете? Я считаю, что иллюстрации должны быть подвергнуты все наказанию и внуки. Все. Дети? Мы тогда сделаем из них врагов. Николаева мы сделаем врага. И всю административную структуру. Они заблокируют их мало. Все пути. Их мало. Нет, зато они сидят на государственных должностях. Они не должны занимать. Иллюстрация это в том числе и жертвоприношение. Но да, сейчас-то так. Но если мы им гарантируем, что... Смотри, для внутреннего мира мы должны их подкупить. То есть если мы им скажем, что вам хана, они начнут противодействовать. А если мы им скажем, вы со старости все равно умрете, но зато ваши дети получат образование и опыт работы в Штатах, то они могут потом вернуться и занять ваши места. Нет, мы их купим тем, что мы их детей не тронем просто. Все. Не, этого мало. То есть мы должны им дать денег еще? Нет, денег не... За то, что они за то, что они у нас воровали и поубивали нас? Не, ни в коем случае их трогать не надо. Просто мы качественно изменим новое поколение наших нынешних чиновников. Наши чиновники совки, это понятно, они коммуняки, это понятно. Но их внуки получат образование в Штатах и опыт работы в Штатах. И ничего в жизни, кроме Штатов, не будут знать. Когда они приедут обратно туда, в Якутию, они будут делать то, что они знают, то, что хорошо умеют. А от своих дедов, которые были коммуняками, даже если им будут советовать как-то поступать, они не будут делать. Потому что они же не знают, как был устроен Советский Союз. Они будут делать то, что они умеют, хорошо умеют делать. 18-летний ребенок, он ничего не понимает в жизни. Если вот что ему вкладешь в голову, так он и поплывет. Если его привести, и когда у него формируется понятный для него мир, он окажется в Штатах, он будет американцем 100%. Когда вернется в Якутию, он будет делать то, что он умеет делать. А нынешнему руководству, например, Айсена Николаеву, будет приятно это увидеть. То, что его новое поколение, приехавшее, он американец, он не похож на Айсена Николаева. Он совершенно другой, качественно другой человек. И, естественно, скажет, внук, конечно, ты извини, но я пойду и сам собой буду заниматься пенсией, а ты строй свою Америку здесь. Потому что я-то в вашем мире ничего не понимаю, я старый советский человек. Понимаете? И таким вот образом нынешнее руководство Якутии уйдет на пенсию добровольно, потому что они будут знать, что их дети даже в первую очередь получат образование, опыт работы в Америке, вернутся и займут хорошие должности в будущей стране.
А это будут уже наши люди. Нет. Не ихние, наши люди. Потому что сознание американцев. Я так полагаю, что значит, одним из условий будет то, что их детей вообще никто не тронет, и спокойно отпустит на все 4 стороны. Это будет самое лучшее условие. И это будет самое, скажем, такое вот успокоение для населения, которое очень обижено и озлоблено. Вот. Если мы сейчас населению расскажем о том, что дети и внуки Николаева будут получать образование в Соединенных Штатах Америки, а потом приезжать и получать должности, я думаю, народ не поймет. Вот. Поэтому самая большая... Народ тоже будет отправлять своих детей тоже. Ну, это вот, да, это уже другой вопрос. Сейчас же у них такой возможности нет. Все равно народ должен быть отомщен. Да, а вот кому надо мстить? Кому надо мстить? Я считаю, нужно ли культ Путина, нужно ли развенчивать? Культ Путина, а он есть-то вообще? Этот человек, я не знаю, пока он жив, его боятся. У него много друзей. И в разных структурах. И они уважают, потому что они хорошо на этом наваливаются. А так, чтобы был культ личности, нет же. Я еще не видел никого, который был бы фанатичным. Вот сталинисты были такое. У Ельцина много последователей либерализма, да? А чтобы культ личности Путина был, я что-то такого не видел. Но мне кажется, 80% населения поддерживает его, мне кажется. Нет? На словах. На словах они все боятся. Вся Россия наполнена страхом. И они сейчас боятся вот этих вагнеровцев с кувалдами. Ну, зачем бояться вагнеровцев с кувалдами, если у него вагнеровцев кувалда в руках, а у тебя автомат Калашникова? Ну зачем его бояться? То есть, если на фронт попадешь. Вот старуху с косой надо бояться, потому что он сейчас в Украине обитает и ходит по всей России даже уже. Вот. Потому что забирает наши души, да. Да, как говорится, касание этой старухи – страшное дело. Так вот, что я хочу сказать. После того, как у нас, как в России принято, сменяемость власти только с гибелью, да? Да, именно так. То есть более лояльного способа отправить в пенсию нет. Вот. Как только это случится, его раздербанят. То есть даже его друзья уже финансовой нагрузки, то есть финансовой подпитки же не будет. Все отвернутся по свете. То есть никакой культурной личности на самом деле. Но он сам это, наверное, понимает. Пока я этих кормлю, вот этих, они лояльные. Не буду кормить, все разбегутся. Вот. Ну, поэтому он и будет сидеть до последнего. Единственное, что... Да, и он будет сидеть до последнего, он еще на рельсы живет. Он соскочить не может. То есть при всем желании. Такую кашу наварил. Думал, поймут и простят, за три дня войну закончил, а сел на военный рейс. Вот. Сейчас его, при всем его желания не отпустят. Вот. Ну, печальное, конечно, зрелище, печальное. Он бы мог бы соскочить, но, видите, слишком много власти в одни руки делает человека, как будто у него чувство, как будто он бог, как будто все может. Вот он не заскочил. Теперь обратно заскочить не может. Поезд летит без тормозов с откоса вниз, и он никак спрыгнуть не может. Но все сидят в России в этом поезде, а поезд летит под откос, тормозов нет. Никто не знает. По всем вагонам бегают вагнеровцы с кувалдой. Даже сами вагнеровцы не знают, куда дальше. Может, прыгать уже пора. Ну, а куда они спрыгнут? Кувалда к руке приросла. Уже один попытался, он получил по башке. Да. Кувалда его все-таки нашла, да? Да. Все боятся старуху с косой. А эта старуха с косой находит, и кого коснется, там хана, пули ей не берет. Человек, когда забралась, да? Россиян, сколько украинцев
4 раза больше, наверное, женщин и детей. Городами же равнее. Уже, наверное, в общей сложности в Украине погибло, наверное, 400 тысяч человек, наверное. А бабка, она только во вкус входит, только разворачивается. Страшное дело будет в конце. Вот мы с тобой умные, да? Вот и всем вот зрителям вот советую, берите пример с нас. Я нахожусь в Америке, Рай находится в Варшаве, нам ничего не угрожает. Какой к черту военком? Какие вагнерцы с кувалдами? Какие кувалды, да. Да мы не На самом деле. просто старуху, да, старуху с косой, да. Старуха с косой нашей стороной обходит. Слава богу, типа, господи. Ну, конечно, мы только, конечно, встретимся, но это будет потом же. Зачем самому искать встречи старуху с этой старухой? Боже мой, свят, там даже перекрестить сказать. Да? Поэтому, ребята, если есть возможность из России уехать, из Якутии уехать, то милости бросить. Любое место, где не посещает старуха с косой, можете выехать. Почему нет? Будьте умнее. Всегда хорошо эту войну смотреть по телевизору, чем участвовать в ней. Это безумие. Жизнь всего одна. Вообще, вот я хочу сказать всем мужчинам, да, нет ценнее и слаще, чем жизнь. Она единственная и неповторимая. В жизни самое ценное – это жизнь. В жизни самое – это жизнь. Там сказки русские народные, смотрите, там у Садко было там, или где там было, да? Поймал этот паук-то этого доброго молодца и говорит, что сладкое в жизни, что самое ценное в жизни. Он говорит, жизнь, да? Вот. То же самое, ребята. Не надо размениваться на всякие сиюминутные национальные позывы. Там, некоторые животные, там, Россия, Путин вперед, там такие букву Z там бегающие, скоросачащие здесь. Ребята, это сиюминутные эмоции, не надо браться держаться за эмоции. Зачем? Какой в этом смысл? Просто обычный человек проживает долгую жизнь. До 65 лет сейчас в России живут. А эта война закончится через 10 лет. И вы увидите, что политики, они пожмут друг другу руки и перейдут к перемирию. Любая война ведет к миру, в конечном итоге. Это все равно закончится. Но погибших это не вернет. Ни в коем случае. Все равно эта война максимум продлится 10 лет. И в любой войне выигрывает, знаете, кто? Тот, который остался в живых. В конечном итоге. Посмотрите, вот у нас война Коза Ностра было же. Сколько и боссов погибло, и пехоты погибло. Но в конечном итоге все что сказали? Побеждает тот, который выживает, который остался в живых. Также у нас в 90-е годы мафиози в Москве воевали, да? Сколько людей погибло, а в конечном итоге были те, которые остались живы. Так что я и говорю, что в конечном итоге будет прав тот, кто останется в живых. Спасайте свои души, бегайте. Оттягивайте это время сколько можете. Даже если заберут, пускай заберут там, гоняясь за вами, как за кроликом. Да. Помирать так с музыкой. Сделайте все возможно. Ладно, Николай, спасибо тебе большое. Мы с тобой уже достаточно долго говорим. Да. Будем надеяться, что все-таки при нашей жизни независимость мы обретем. Да, насчет этой независимости, на самом деле это же не призыв же, я ни в коем случае не призываю к этому, потому что вот эти изменения пройдут через большую кровь, там будет война. Мирно, значит, империи не распадаются. Это будет гигантская война, потому что там куча людей умрет на этой войне. И просто это был, скажем так, чтобы соблюсти законодательство, это был фантастический на самом деле роман. То есть, если бы я был фантастом, я бы написал именно в этом виде. То есть, а законодательство какое, можно спросить? Российское. А зачем нам соблюдать российское законодательство? Я как Остап Бендер.
Я соблюдаю любые законодательства. Замечательно. Все, спасибо Да, большое. потому что оппозиционная деятельность была у меня защиту Конституции и законности России против беззаконности руководства России. Мы находимся на национальном самоопределении Якутии. Почему? Потому что основа Российской Федерации, мы же руководствуемся именно российской прокуратурой Российской Федерации, которая в наших мозгах тоже живет, потому что мы законопослушные люди. Значит, фундамент Российской Федерации был федеративный договор уже, в котором именно федеративный договор стал основой нашего государства, то есть Российской Федерации. И там суверенитет, то есть федеративные отношения были прописаны. Так что наше обсуждение сейчас о будущем Якутии, гипотетическом, даже фантастическом, скажем, разговоре вполне законно, потому что это же федеративные отношения. Якутия является суверенной страной. То, что закон потом был принят о том, что об отмене суверенитета Российской Республики Саха-Якутия, это руководство было незаконным уже на самом деле. Да, потому это что оно противоречит федеративному договору. Абсолютно верно. Да, поэтому все действия, мы с тобой сейчас, вот то, что мы разговаривали, это абсолютно законные действия. Мы не соблюдаем, мы законопослушные люди. Да, абсолютно. А то, что сейчас делает Государственная Дума Российской Федерации, исполнительная власть Российской Федерации, судебные органы тоже, вынося фейковые решения в отношении законопослушных граждан, они являются преступниками. Да. Конечно. А мы абсолютно верно. Да, законопослушные люди. Будьте как мы. Не будьте как путинцы, будьте как мы. Все, Николай, спасибо большое. На этом будем заканчивать. И надеюсь, что ты к нам еще придешь в наш эфир. Спасибо. Пока. Конечно. До свидания.